Приветствую вас, друзья. С вами я, Михаил Сергеевич. Гагаузия пошла на попятную, испугавшись того, что Кишинев может провести очередные выборы в Народное собрание Гагаузии и может это сделать абсолютно законно, без нарушения компетенции Гагаузии, чтобы вывести Гагаузию из правового и политического тупика, в который ее загнали гагаузские политики. На последнем экстренном заседании Народного собрания от 22 января депутаты лихорадочно искали способ вернуть Народному собранию полномочия, чтобы внести поправки в избирательный кодекс Гагаузии, которые требует Кишинев, в том числе и по переименованию Центральной избирательной комиссии Гагаузии в Центральный избирательный совет. Почему же депутаты Народного собрания готовы отказаться от своей риторики о том, что требования Кишинева неприемлемы и чуть ли не разрушают фундаментальные основы гагаузской автономии и готовы их принять безоговорочно сейчас? То есть раньше они не были готовы, а сейчас готовы. Потому что боятся, что проведение выборов может затянуться. Ну и второе, как я уже говорил, боятся, и, скорее всего, больше всего этого боятся, что предстоящие выборы в Народное собрание проведет не Камрат, а Кишинев. Если говорить о сроках, то большинству действующих депутатов Народного собрания не принципиально, когда пройдут выборы. Чем позже, тем лучше, особенно учитывая, что вполне вероятно Шор заменит их на своих активистов в будущем составе Народного собрания. Поэтому им нерезонно ускорять свою политическую смерть. Проведение выборов в Народное собрание Гагаузии как можно скорее нужно Москве. И вот по каким причинам. Первая причина состоит в том, что сейчас у Кремля, несмотря на полный политический контроль в Гагаузии, я имею в виду контроль любого маломальски значимого гагаузского политика, у Кремля, тем не менее, нет административного контроля. Башкан в тюрьме, исполкомом управляет, извините, первый зам Гуцул Илья Узун, который не обладает ни легитимностью, ни политической поддержкой в Гагаузии. Константинов в бегах, да, сами понимаете. Второй зам Гуцул Виктор Петров бежал и уже почти года не появляется на рабочем месте. Мандат Народного собрания истек. Даже если в Народном собрании Кремль контролирует подавляющее большинство депутатов, они бессмысленны, потому что их полномочия истекли, не говоря о том, что большинство из них и двух слов связать не могут. Это лишает Кремль административного контроля в Гагаузии. Кто в Гагаузии будет исполнять решения Башкана, который в тюрьме, и ее исполкома, или решение Народного собрания с истекшими полномочиями? Очевидно, никто. Все это не дает возможность Кремлю организовывать громкие провокации против Кишинева в Гагаузии, используя правовой статус гагаузской автономии и ее органы власти. Показательной является нулевая реакция в Гагаузии как со стороны Народного собрания, так и со стороны исполкома на недавние заявления президента Майя Санду о том, что она бы проголосовала на референдуме о воссоединении с Румынией, если бы такой референдум состоялся. Ни одно заявление об УНИРе в Гагаузии ранее не игнорировалось. Не только заявление президента, но даже политиков рангом поменьше или просто каких-то гражданских активистов, которые даже не были депутатами. Каждый политик в Гагаузии считал своим долгом осудить подобные заявления и в очередной раз напомнить о праве Гагаузии на внешнее самоопределение. А тут молчок. Народное собрание промолчало. Даже не собралось на экстренную сессию. Даже не пригрозило очередным съездом депутатов всех уровней. Исполком промолчал. А Евгения Гуцул, которая теперь в тюрьме, ей вообще не до этого. Единственный, кто отреагировал, это шоровский мегафон Михаил Влах. Зато российские пропагандистские ресурсы запестрили заголовками о том, что Гагаузия и Приднестровье не допустят УНИРе. Забавно читать такие сообщения в российских информагентствах на фоне гробового молчания и в Гагаузии, и в Приднестровье. И это еще одна причина, по которой Кремлю нужно как можно скорее провести выборы в Гагаузии, чтобы протащить Народное собрание риторически более подкованных политиков, не исключено, что и старой гвардии, которые могут формулировать мысли и делать громкие заявления. Кремлю нужен реванш за разрушение политической пирамиды в органах власти Гагаузии, который добился Кишинев, я имею в виду разрушение этой пирамиды. Да, с одной стороны, сетка Шора существует, но Гусул в тюрьме, Константинов в бегах, а те, кто остались, слишком мелкие, чтобы скоординироваться и организовать настоящую провокацию. Это, с моей точки зрения, главная причина, по которой Кремль стремится провести выборы в Гагаузии как можно скорее, чтобы восстановить свои позиции, которые разрушил Кишинев. Вторая причина, по которой Народное собрание, а по сути Кремль, пытаются пойти на попятную в вопросе изменения
названия избирательного органа Гагаузии и других статей избирательного кодекса состоит в том, чтобы, как я уже говорил, не допустить ситуацию, при которой ЦИКу Республики Молдова придется вмешаться, чтобы провести выборы в Народное собрание. Почему это опасно для Кремля? Если выборы в Народное собрание проведет ЦИК Республики Молдова, то высока вероятность того, что ему удастся исключить электоральную коррупцию на предстоящих выборах. Во всяком случае, мы можем быть уверенными в том, что ЦИК Республики Молдова при содействии полиции и прокуратуры будет делать для этого все, что в его силах. Исключение электоральной коррупции на выборах в Народное собрание серьезно подорвет шансы Кремля сформировать подконтрольное ему Народное собрание. С одной стороны, да, Кремль контролирует общественное мнение в Гагаузии, политическую ситуацию здесь, и сетка Шора тоже существует, которая никуда не делась. Но, с другой стороны, Кремль приучил избирателей из Гагаузии голосовать за деньги. И если денег не будет, то, скорее всего, никто голосовать не будет. А учитывая, что Шор будет выдвигать кандидатов, за которых даже за деньги никто голосовать не захочет, то это серьезно подорвет шансы Кремля на формирование подконтрольного народного собрания. Поэтому Кремлю важно, чтобы предстоящие выборы в Народное собрание проводил не ЦИК Республики Молдова, а Гагаузский избирательный орган, подконтрольный Народному собранию. И неважно, как он будет называться, который, как и прежде, не будет реагировать на сообщения о подкупе избирателей, о избирательной коррупции, нарушении условий финансирования избирательной кампании и иностранном вмешательстве в политические процессы и выборы в Гагаузии. Обеспечение честных и свободных выборов в Народное собрание жизненно важно для нашей демократии не только в Гагаузии, но и в стране в целом. Без этого невозможно будет очистить Гагаузию и гагаузскую политику от влияния Шора и Кремля, и не удастся в полной мере реинтегрировать Гагаузию в политическое и правовое пространство Республики Молдова. Усилия в этом направлении не смогут сразу изменить ситуацию, потому что по инерции будет действовать та практика или те практики, которые Москва запустила еще 35 лет назад. Но это даст результат в среднесрочной и долгосрочной перспективе и создаст условия для появления новых лиц в Гагаузии, новых политиков, честных и желающих процветания гагаузской автономии в составе Европейской Республики Молдова. Обеспечить честные выборы может только Кишинев. Остается надеяться, что в Кишиневе найдется политическая воля и инструменты добиться этого на следующих выборах в Народное собрание. Благодарю вас, друзья. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и до скорых встреч.